Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Количество новых случаев коронавируса в Якутии увеличивается с каждым днем. Озвучим данные за минувшие сутки. Мокрый снег и порывистый ветер. Ухудшение погодных условий ожидают в ряде районов. Экономия вкупе с заботой об экологии. Автопробег из Питера в Мирный на природном газе близится к завершению. Число заболевших коронавирусом в Якутии продолжает расти. По данным Оперштаба, за минувшие сутки выявили 93 новых случая. Из них в Якутске 56, в Нюрбинском районе 11 заболевших, в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском районах по 5, в Алданском районе 4, в Жиганском, Намском, Татинском районах по 2, в Алаяховском районе 1 случай. Летальных исходов от COVID-19 за сутки нет. Лаборатории республики провели более 4000 исследований на коронавирус. При нарушениях санитарных норм в Якутии будут закрывать развлекательные заведения. Об этом сообщила СН Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях. По клубам, конечно же, надо усиливать контроль. И в случае выявления нарушений мы должны идти на закрытие определенных учреждений. Соответствующее поручение органам местного самоуправления, в первую очередь городу Якутску, а также Роспотребнадзору и органам внутренних дел будут даны, сказал глава Якутии. Он отметил, что в случае грубых и повторяющихся нарушений такие учреждения должны быть закрыты. Контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте ведут в Якутске. Занимается этим отдел организации и контроля транспортной деятельности, а также административная комиссия столицы. Накануне выявили 5 нарушений, по которым составлены административные протоколы. Как сообщил директор ЯПАК Валерий Домотов, в муниципальных автобусах строго соблюдаются меры безопасности и предписания Роспотребнадзора как для пассажиров, так и работников. Все водители и кондукторы ежедневно получают средства индивидуальной защиты. Жалоб не поступает. Отрадно, что люди стали понимать, что, защищая себя, они защищают и других, сказал он. 2,5 миллиарда рублей потребуется на субсидирование авиаперевозок в Якутии. Об этом сообщила СН Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях. Глава региона затронул тему создания альянса дальневосточных компаний с единой ценовой политикой и соглашением по маршрутной сетке. И отметил, что идею ее создания поддержали все дальневосточные регионы и несколько федеральных министерств. При этом он отметил, что внутрирегиональные авиарейсы также должны быть поддержаны федеральным центром. Сегодня из бюджета республики на датирование местных перелетов выделяется 400 миллионов рублей. Тем временем авиакомпания Ир Аэро начала выполнять регулярные полеты из Владивостока в Нерюнгри. Воздушное судно «Сухой Суперджет» вместительностью до 100 пассажиров будет выполнять рейс 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Общее время в пути составит порядка 6 часов. Сообщается, что аэропорт Владивостока может принимать все типы воздушных судов. По данным пресс-службы аэропорта, пассажирский терминал рассчитан на 3,5 миллиона пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Дистанционный курс для школьников в условиях коронавируса разработает Дом научной коллаборации. Это учреждение запустили в прошлом году на базе Северо-Восточного федерального университета. Программу разработают в рамках нацпроекта образования. В этом учебном году в Доме научной коллаборации СВФУ обучаются более 350 школьников по 16 образовательным программам. Сейчас основная задача для педагогов – разработка качественного дистанционного курса, который бы не потерял свои ценности в новом формате, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе. Школьники Якутска будут обучаться в очно-дистанционной форме, а учащиеся из других районов будут учиться дистанционно. К другим темам. На Павелецком вокзале в Москве прошла презентация нового плацкартного вагона. Новый плацкарт больше стандартного вагона для поездов дальнего следования на 28 сантиметров в ширину и на 73 сантиметра в длину. А за счет общего увеличения размеров вагона и перекомпоновки его внутреннего пространства конструкторы смогли увеличить и площадь пассажирского салона. Она стала длиннее практически на 3 метра. Данная концепция предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира, которое позволяет настроить необходимые параметры комфорта в соответствии с предпочтениями. Отмечается, что новый концепт не повлияет на стоимость билета. Запуск 3 составов в новом габарите планируется в следующем году.
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается сегодня. Специально к дате платформа HeadHunter выясняла, как соискатели относятся к употреблению алкогольных напитков на рабочем месте. Так, почти 90% россиян негативно относятся к употреблению алкоголя на работе. 60% опрошенных признались, что в целом иногда употребляют алкогольные напитки, а 35% заявили, что не пьют совсем. Выше всего доля употребляющих алкоголь соискателей в сфере закупок и топ-менеджмента. Ниже всего среди рабочего персонала, а также представителей науки и образования. Кроме того, 5% респондентов рассказали, что у них в компании сотрудников тестируют на алкоголь в крови перед началом рабочей смены, а сотрудников, ведущих трезвый образ жизни, поощряют дополнительными премиями. Возвращаемся к новостям нашего региона. В одном из крестьянских хозяйств Алекминского района подходит к концу уборка капусты. Подробности у Максима Копылова. Один день год кормит. Вот и в крестьянском хозяйстве Славянка Алекминского района идет уборка капусты. В этом году посадили 1,5 гектара как ранних сортов, так и поздних. Урожай в этом году неплохой, несмотря на жаркое и засушливое лето. Планируют собрать около 50 тонн капусты с гектара. Сейчас уже почти все убрано, осталось немного. Кроме капусты в хозяйстве выращивают также картофель, свеклу и морковь. Погода нынче, жара, засуха, пожар туда-сюда. Из-за этого в основном урожая-то не было. А если бы погода хорошая была бы, тогда бы вообще был урожай хороший. Ну и так вот капуста, то что поливка у нас была из-за этого. Овощи реализуют в основном по социальным учреждениям города и района. Пользуются они также спросом и у населения. Половина как на хранение ложим, вывозим, грузим, увозим, разгружаем, рубим. В этом году по району было посажено 51 гектар овощей открытого грунта. Из них капусты 14 гектаров, моркови 15, свеклы 10 гектар. На сегодня овощей открытого грунта убрано 46 гектар. Валовый сбор составил 60-14 тонн. Из них капуста 179 тонн, морковь 126 тонн, и свеклы 107 тонн. Хочется пожелать крестьянам, выращивающим овощи, хороших урожаев и, конечно же, отличного сбыта. Максим Копылов, Алекминск. Управление дороги «Лена» обращает внимание водителей на возможное ухудшение погодных условий. В настоящее время на трассе А360 вся дорожная техника переведена в режим повышенной готовности. В связи с похолоданием и понижением ночных температур до минусовых отметок трасса может становиться скользкой, отмечают в Упордоре. Поэтому призывают отправляться в путь только на автомобилях, подготовленных к движению в зимних условиях, выбирать оптимальный скоростной режим, иметь при себе запас горючего и цепи противоскольжения. Между тем, мокрый снег ожидается на территории центральных и западных районов республики 4 и 5 октября. По сообщению Якутского управления гидрометеослужбы, на западе и северо-западе, Нижней Лене, а также в центральной части региона пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег, усиленный ветром. На побережье Арктики порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов. Днем ожидается потепление до +1, +6. Автопробег из Питера в Мирный на природном газе добрался до предпоследнего пункта своего маршрута города Ленска. От Усть-Кута до Ленска автомобили и участников шли на барже по реке. Сегодня прошла разгрузка, и машины продолжили свой путь. Впереди остался последний участок трассы Ленск-Мирный, а уже в понедельник автопробег финиширует на главной площади алмазной столицы. В пробеге участвуют автомобили, работающие на метане. Цель пробега – популяризация газомоторного топлива и его преимуществ в экономичности и экологичности. Я сам лично ехал на всех 3 техниках, на тех или иных этапах. Никакого другого ощущения, то, что едет на метане или на бензине, я не почувствовал разницу. То есть машина свои технические характеристики полностью оправдывает, идут плавно, ход плавный, и мощность не теряется. В историческом парке «Россия. Моя история» стартовала выставка «Победа-75». Экспозиция представляет из себя уникальный синтез мультимедийного контента и предметного ряда, включающего личные вещи, письма и телеграмму с фронта якутских солдат. По словам сотрудников музея, экспонаты для выставки были предоставлены из музеев-партнеров, а также из частных коллекций. Особый отклик у посетителей вызвал отрывок письма Або Торговкина своей возлюбленной Аграфене Антоновой. К сожалению, любовь солдата и девушки продлилась недолго.
недолго, а Або погиб в возрасте 23 лет в районе Калининской, ныне Псковской области, во время наступательной операции. Посетить выставку можно со вторника по субботу. Вход свободный. Было разработано около сотни научных статей, из них было переработано около 56 тем для раскрытия вообще темы тыловой работы в Якутии. Что вообще Якутия испытала в годы войны и через что пришлось пройти людям. Экспонаты для нашей выставки были собраны, скажем, из ряда в сотрудничестве с рядом музеем нашего города Якутска, в сотрудничестве с частными коллекционерами. Почти 80 лет тому назад прошли ожесточенные бои под Москвой и Тулой. Подлинные архивные документы раскрывают новые истории о героях войны. Об уникальной находке поисковиков из Тулы в материале Туяры Константиновой. Перед вами уникальный документ – список фронтовиков из Якутии, обнаруженный недавно в архивах Минобороны. Якутяне служили в 16-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии во время Великой Отечественной войны. Установить судьбу солдат, пропавших без вести, и их места захоронений помогли поисковики из Тулы. Значит, здесь имена, фамилии, дата гибели, адрес, откуда призывался. Валерий Васильевич Новиков – опытный поисковик, автор книги об истории 16-й стрелковой дивизии. В рядах этой дивизии воевали красноармейцы из Якутии. Личная семейная история поисковика неожиданно оказалась связана с именем якутского солдата. Его родной дядя, рядовой Василий Беляев, вместе со своим командиром Иннокентием Никифоровым 23 июля 1943 года были награждены орденом Красной Звезды. О подвиге Никифорова Иннокентия Прокопьевича. В боях с немецкими оккупантами в районе деревни Холмище Ульяновского района Орловской области он командовал взводом, который под его руководством истребил до 25 гитлеровцев и были захвачены трофеи. Он сам лично уничтожил 3 немецких солдат. Копии подлинных документов, списки, приказы, наградные листы тулики передали представителям якутского землячества в Москве. Особенным стало письмо, адресованное ветерану войны Павлу Николаевичу Платонову. Но есть у нас живая память. Живая память – это наш туляк, Пронин Василий Гаврилович, с 25-го года рождения. И ваш уважаемый якутянин, 1925 года рождения. Они живые, понимаете? В Якутии он живет на улице Октябрьской. И ваш уважаемый ветеран, ныне живущий, он с 11 армии. И я хочу, чтобы вы передали в Якутию вот этот дар для него. В письме не указан точный адрес фронтовика из Якутии. Известно лишь одно – Павел Николаевич проживает на улице Октябрьская в городе Якутске. Чтобы письмо из Тулы дошло до адресата, якутское землячество просит откликнуться родственников ветерана. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами.